Ассаламу алейкум. Добрый день, уважаемые подписчики и слушатели моего канала. Я сегодня продолжаю свою рубрику «Знаменитые чеченцы». Ахмад Сулейманов. Топонимия Чечни. Об Ахмаде Сулеймане мы поговорим отдельно. Но сегодня у меня другая тема. Вот по этой топонимии я почему ее взял, чтобы начать разговор с этой книги, сделанной великим, конечно, человеком, большим энтузиастом нахского народа, который проделал большую работу в изучении родного края. Правда, многие мои друзья и подписчики не согласны с описанием этого автора, говорят о том, что он допустил ошибки в некоторых названиях и в некотором месте описании этих мест. Но без этого не будет, ребята, понимаете, без этого не будет. Так что вы в этом отношении не судите его так строго. Дело в том, что он сделал в свое время, в очень сложное время, то, что смог. Вот у меня тоже есть претензии, допустим, Абузару Айдамирову, его книги, которую он написал «Длинные ночи», где он описывает Ташо Хаджи, где делает портрет этого великого человека. Но он сделал столько, сколько он мог знать и слышал от людей. Ибо другими, как говорится, артефактами он просто-напросто не владел. Хотя я с моим учителем Ибрагимом Нуридом был у него в гостях, предлагали ему, значит, как говорится, артефакты, но он просто сказал, я присутствовал там, он сказал: «Мамад, извини, но этой темой я не владею, Аташо Хаджи, Вок Хаджи, и поэтому я не могу говорить, а здесь это художественная книга, художественный роман, я пишу то, что я слышал, я могу». Ну и все, на это, как говорится, ничего не скажешь, ничего не скажешь. Также вот и Сулейманов, он написал то, что слышал от людей, и провел эту работу. Он же тоже не может знать все. А вот те, которые не согласны с его описанием и так далее, я сегодня для таких людей хочу показать, что делают великие чеченцы, великие нахи, истинные патриоты своего народа. Я хочу сегодня это вам показать. И вы тоже последуйте его примерам. Пишите, выпускайте. Если не умеете писать, помогайте тем, кто пишут нормально. Вот, допустим, вы считаете, что такой-то, такой-то писатель или историк, или поэт, там, или художник. Помогайте, будьте спонсорами. Но не ругайте сильно человека. Я по себе знаю, сколько мы делаем ошибок, но без ошибок-то ничего, как говорится, не сделается. Мы же всегда не утверждаем то, что вот мы такие великие и так далее. Вот Ахмад Сулейманов тоже сделал то, что он смог. И этим он является для меня, я говорю для меня, потому что многие не согласны с ним, еще раз я повторяюсь, он является великим человеком, который проделал большую работу. Я его знал лично, поэтому это великий человек. И то, что он сделал, во многом он положил начало. А я вам сейчас покажу, как другие продолжают это дело. Я сейчас начну, как говорится, с топонимии, а потом продолжу. Правда, может, ролик получится длинный, несколько роликов, но тем не менее, подписчики, давайте мы поговорим и, как говорится, порассуждаем. И прямо там это же явится изучением, как говорится, история нахов, история нашего родного края. Сегодня у меня, как говорится, после
Великого пожара, я говорю, для меня Третья мировая война в прошлом году в декабре началась, после того, как все сгорело, люди мне дарят книги, вот, допустим, шейх Мансур мне Абу подарил, видите вы, книгу, а у меня его и не было, мне она очень нужна была в том плане, что я написал книгу, свою версию, кто такой шейх Мансур. Мы об этом авторе тоже поговорим. Вот. И чуть-чуть я скажу свое мнение, свою версию о своей книге, которая скоро выйдет. Иншаллах Рахман, если какие-то события не помешают. Вот дагестанские ребята мне подарили книгу, когда я был в музее, традиционный женский костюм народов Дагестана. Там тоже один очень интересный момент я хочу показать, что дагестанские ученые все же пишут нахско-дагестанский. Наконец-то появились у них такие истинные ученые. Вообще молодежь, молодые, подрастающее поколение, ученые, историки, им правда нужна. Это советские времена прошли, когда нельзя было писать то, что не угодно цензуре. Цензура тогда была, ребята, вы уж меня извините, очень строгая, серьезно. Просто люди исчезали. А сегодня у нас, допустим, тоже есть цензура, но не на таком уровне, и мы что-то уже можем говорить и пытаемся это делать. Также в моей библиотеке появилась, это я купил в магазине, появилась тоже книга «Нохчи Тюринш. Чеченские сказки». Видите, да? На 3 языках. Вот проделана великая работа, ну, а допущены такие непозволительные ошибки. Но об этом мы тоже потом попозже поговорим. Я сегодня хочу вам представить новую книгу, которая у меня появилась в моей коллекции. О, пожалуйста. Асламбек Паскачев Германчук. История села, заметьте. Одного села. Посмотрите, что этот человек сделал. Смотрите, какая, я бы не сказал, толстая, емкая книга, понимаете, с прекрасными репродукциями. Это не просто, это я вам ее несколько роликов сделаю об этой книге. Вот. Вот так вот он мне подарил его лично. Вот. Когда я был в Москве, получал награду, вы видели. Это человек подарил мне эту книгу. Я не знаю, для меня это... Вот смотрите. Это просто... Даже... Я хочу начать с его портрета. Вот его портрет. Видите, да? Какой красавец. В папахе истинный Нохча стоит. Он под 1,2 роста, мы, наверное, его видели. В таком возрасте, вот как он выглядит. Ему, он намного старше меня. Вот. Вот я хочу, значит, посвятить несколько роликов этому великому Нохче. Великому Нохче. Тут об авторе написано, это я, значит, продолжу. Это я вот... Это тема нашего разговора. Но начну я, как говорится, как я уже говорил, вот с этого места. Вот смотрите, что пишет Ахмад Сулейманов о селе Герменчук. Селение в 6 километрах к северу от районного центра Шали. В основу названия, вероятно, легло тюркское кермен, укрепление. Вот тут я тоже не согласен. Паскачев конкретно описывает, что означает Герменчук.
Основателями населения считают предки этнического общества Ширди. Ширдмахкое. Оказывается, я не знал, это село Ширдмахкое в основном там, которое в свою очередь разделяется на подроды. Нере, я добавляю от себя нере, он тут и написано. Гудин нере, Сейрман нере, вот Лиган нере, Бузуртан нере, Обин нере, Тазан нере, Тукан нере, Дунахой, Худалой, Данухой, Худалой. Топоним Гиремчук встречается на Украине, вот тут он уже правил, в Краснодарском крае, в Дагестане, в Гудерменском районе и на южной окраине села Энгельюрт. Вот это, понимаете, мне нравится. Вот Гёти, овчарня, к вопросу, урочище на западной окраине села в районе возвышенности Гайткорт. Инин Эвла, иные населения. Урочище на западе, Шерик-Ажи, ровное пятачко. Урочище на юге села. Пятачок так называют маленькую полоску земли. Алинкажи. То дело в том, что он пишет на чеченском, а потом дословно пытается написать на русском языке. Звучит, конечно, не так эффектно. Али Пятачок написано. Пятачок Али было бы правильно, но он дословно пишет, чтобы не ошибаться. Урочище на северной стороне села. Имеется в виду полоска земли, принадлежащая Аэле. Дильмин Эвла, Дильмы Аул, урочище на востоке. Долдбин Хун, Долдбин лес, урочище на восточной окраине села. Дюхи Али, урочище на восточной стороне, подножие, нижняя граница. Гап-Лятинчо, укрепление, где стояло урочище на востоке. Ну, Гап это действительно крепость. Таймишен Ари, Таймишен Поляна. Урочище на восточной окраине Теймиш, редкое собственное имя. Тимиш написано тут. Гопия, это Гопия было правильно. Тут опять-таки опечатка, крепость, урочище в районе Гап-Лятинчу на востоке села. Вот, поэтому тут должен был быть Гопия. Тантеройская поляна, урочище на востоке. Видимо, там жили тантеройцы. Чухабар. Вот вы заметьте одно дело. Цуантрой, Шильдой, они везде компактно живут вместе. Значит, где-то обязательно у них родственные корни, ну, недалеко. Где-то Мехчанте, Шича Мехчел, Кардуцик, Шолхол, Дегверство. Чухабарз, Чухкурган, Курган на северо-востоке села. Вот опять-таки, как и в Курчулой и так далее, там есть кургана. Гойткорт тоже правильно написано на чеченском, что и Руита-Корта. Есть предание о том, что на вершине Руита-Корта находилась христианская церковь. Вот ты представьте себе, на этой высотке находилась христианская церковь. Значит, наши предки с христианами жили, как говорится, в мире и в согласии. Это, наверное, скорее всего, времена имама Шамиля, вот во время халифата, они же тем русским, которые переходили на ихнюю сторону, строили церкви, дома строили, они и пушки отливали, и другие ремесленники, мужское население участвовало в войнах против царизма и так далее. Вот у них были свои церкви, видимо, вот это время описывается. Ханбертен Курган на Северном Востоке, Галмхойн Барзе, Галмхой, калмыцкие. Вот видите, калмыки.